50 лет творческой деятельности празднует легендарный ведущий Рустем Набиуллин. Голос диктора до сих пор ассоциируется с самыми значительными событиями в жизни республики. Вторая половина 20 века считается золотым периодом телевидения. Набиуллин стал одним из тех, кто внес большой вклад в развитие национального вещания. О самых курьезных и занимательных историях из жизни легенды расскажут его коллеги из Зульфия Таразова. Это Амина Каримовна Сафиуллина. Заслуженная артистка России Лия Загидуллина с любовью вспоминает годы работы с именитыми дикторами Татарстана. В кабинете висят фотографии мэтры республиканского вещания. Ирке Савкаева, Абдулла Дубин, среди них и Рустем Набиуллин. Статный, скромный и закрытый по натуре человек очаровывал женщин своей особенной харизмой. Про него коллеги часто говорили «мачо». Существовала легенда. Одна женщина, значит, очень любила. Как только выйдет Рустем Набиуллин, она бросала все дома, всю работу и садилась, его смотрела. И вот этот муж смотрел, один день, два, это уже продлевалось довольно долго. И вдруг у него, значит, ревность взыграла. Он выдернул из розетки телевизор и выбросил его в окно. Прямой эфир – большая ответственность. Работа ведущего требует высокого профессионализма. Обладателя редкого по тембру и выразительности голоса Рустем Набиуллин в Казань переехал из Лениногорска. 5-летний опыт в регионе не прошел зря. Обаятельный Набиуллин легко влился в коллектив. Более того, отдал телевидению целых полвека. Это человек не бесталанный, весьма толерантный. Мне кажется, если бы наша республика имела такой стопроцентный суверенитет, то он вполне мог стать министром иностранных дел Республики Татарстан. По-моему, он себя не убежал, и сейчас такой. Кто любит людей, тот долго живет. Мне кажется, это его девиз. Коллеги и друзья вспоминают, мягкий с виду Рустем Набиуллин всегда стоял на своем. Нередко его настойчивость сводила конфликты на нет. Поэтому в прямой эфир с напарником они всегда выходили с улыбкой на устах. За эту фирменную улыбку Набиуллина и полюбили миллионы зрителей. Зульфия Таразова, Александр Мальцев, ТНВ, Казань.